Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Весь мир сегодня живет в условиях пандемии из-за распространения коронавируса. Многие предприятия и компании переводят своих сотрудников на удаленную форму работы. О том, насколько у нас в Якутии готовы к такому, как в IT-сфере организован дистанционный формат работы, мы поговорим сегодня по скайпу с экспертом. Это генеральный директор компании «Аватек» Антон Ломакин. Антон, здравствуйте. Наверняка для вас удаленная работа – это довольно-таки привычный формат работы. У нас, так как наша специфика работы в IT связана с кибербезопасностью, у нас удаленная работа только с защищенных рабочих мест, только с рабочих. То есть мы и так оказываем услуги удаленно, да, где-то 60-70% нашим клиентам, но они происходят с рабочих мест, которые оснащены специальными средствами защиты. И по защищенным каналам связи работаем. Основная проблема, которая вот сейчас происходит, телеком-операторы, которые переживают по удаленной работе, это большая нагрузка на домашний интернет. Сразу же, моментально, министерство тысячами людей в Москве переводят людей на работу по удаленке, и операторы не выдерживают, пока что нагрузки. Это такие же, как сервисы удаленные. Например, те же сайты, в том числе тоже не выдерживают на удаленной нагрузки на них посыпавшихся запросов. Например, вчера и позавчера не функционировал сайт аптека.ру для онлайн-заказов медикаментов, и еще несколько сервисов. Я думаю, в ближайшее время они откалибруют всю эту нагрузку, и все будет нормально. Но можно ли говорить о том, что это мировая проблема или все-таки присуща только России? Это мировая проблема, потому что нагрузка связи была настроена по одним каналам, на юрлиц, да, на мощности на них, а теперь люди с одних мест фактического адреса поменяли адрес, и нагрузка перенаправилась. То есть нужно некоторое время, чтобы все это дело настроить, но я думаю, все настроится. Людей больше не стало, как говорится, да, поэтому все настроится, все будет работать, функционировать. Но какое-то время будут сбои идти все равно. Самое важное в этот момент подключения своих сотрудников на удаленную работу соблюдать требования нашего российского законодательства по защите персональных данных, защите конфиденциальной информации. То есть это очень важно, потому что, к сожалению, домашние компьютеры очень часто заражены вирусами. И это может привести к необратимым последствиям для работодателя и для тех лиц, которые дают доступ к своим ресурсам, домашним компьютерам. Вы работаете в сфере компьютерной безопасности. Работы стало больше в последнее время, и насколько проблема безопасности становится изо дня в день актуальней? Но пока не все понимают эту проблематику, поэтому работы больше не стало, ее стало меньше стали звонить, потому что работа на дому, она, видать, для наших граждан все-таки в легком виде проходит, то есть не всегда напрягаются они, сложнее работать дома, как ни крути, поэтому работы не сказать, что больше стало, да, но стало инцидентов больше. Инциденты, они в целом, у нас есть центры по кибербезопасности, да, НКЦКИ при ФСБ. Инцидентов, да, стало больше, потому что, опять же, говорю, используются компьютеры незащищенные, без сертифицированных средств защиты, это без антивируса, без обновленного антивируса, и это ведет очень высокие риски. Но в ближайшее время, я думаю, это все стабилизируется также, люди, те, кто ответственны за информационную безопасность, настроят это все. Мы, возможно, где-то будем привлекаться, нас будут привлекать, мы поможем, работа пойдет. Это больше техническая готовность, а психологически и организационно наш народ, как вы считаете, готов работать удаленно? С точки зрения якутян относительно всего мира и России, мы в этом смысле готовы. Готовы и к автономной работе, если что-то пойдет не так с интернетом, да, готовы и к удаленной работе. У нас зима,
И в зимой у нас мало встреч проходит, все в основном происходит ВКС, связи удаленно, по скайпу. Мы тоже общаемся с нашими клиентами. Работы выполняем максимально, потому что сложно преодолеть расстояние, те, которые у нас есть, да, в республике, по тем климатическим условиям, которые существуют. И поэтому мы подготовлены. Точно так же могу дать дополнительный комментарий по продуктам питания. То есть в данном случае мы как раз в выигрышной ситуации. Мы живем без моста, и поэтому период, когда у нас перепутье, да, распутье, нет моста, все время оптовая база запасается продуктами. Поэтому продуктов у нас хватит. Предприниматели запаслись перед закрытием переправы. И думаю, у нас их хватит на полгода. Поэтому мы здесь, говорю, в хорошем положении находимся, в отличие там, от остальной части России. Ну и добраться сложнее. Ну, то есть у нас в Якутии готовность немножечко лучше, чем в других регионах, правильно? Ну, не сказать, что они лучше готовы. Там, возможно, больше людей поддается панике. Тут же вопрос больше в панике. Начинают покупать по 10-20 пачек там, колбасы, перчаток, масок вместо там одной-двух тебе фактически нужных. И поэтому ее не хватает на всех остальных. Поэтому полки нужно наполнять, а это там, на это нужно какое-то время все равно. От этого появляются фотографии в интернете, которые сеют панику. Ну, Для каких сфер удаленный способ работы наиболее удобный и безболезненно Ну, может вообще, работник перейти на такую как форму работы? технологический предприниматель, я скажу, что удаленная работа, она подходит практически для всех сфер, кроме тех, которые у нас в России пока законодательство запрещает оказывать такие услуги. Это, например, в данном случае у нас телемедицинские услуги, да, по закону удаленно не может врач ставить диагноз. Вот этот вопрос, если был открыт, было бы намного проще. То есть можно было уже с врачом общаться удаленно и, соответственно, находиться на карантине, не заражая приходом своим, если ты заболел, в поликлинику врача и тех людей, которых ты встретил по дороге. Что нужно иметь, знать и уметь, чтобы работать удаленно? Здесь нужно двум разным направлениям, или не направлениям, правильно сказать, технологическому и линейному бизнесу нужно объединиться, чтобы создать те условия для удаленной, да, работы, все, что возможно, автоматизировать, привести в порядок и дать доступ клиенту к удаленным услугам. Но в этом ключе есть один риск, который мы обсуждали. Тут форум проходил почти 4 месяца назад, как раз-таки линейного и технологического бизнеса на базе точки кипения, о том, что в случае автоматизации и настройки вот этих всех процессов, да, технологического бизнеса, вхождения в линейный бизнес, тот же ритейл, продажи продуктов питания, высвободятся кадры. И люди будут практически не нужны на определенных должностях, которые сейчас они исполняют, потому что нет автоматизации, нет технологий, не все используют. И вот эти люди будут переучиваться и заново трудоустраиваться. То есть в этом какая-то проблема есть. Такая перспектива, видимо, сейчас подстегнет, скажем так, всех работодателей, чтобы быстрее осваивать цифровые форматы работы. Так ли это? Совершенно верно, да. Сейчас мы будем оптимизироваться в кругах представителей технологических предпринимателей и вообще, в принципе, людей, которые связаны с цифровым развитием нашей страны. И появилась шутка в последние дни, что теперь цифровая экономика будет развиваться гораздо быстрее, чем до этого. Как вы считаете, какую пользу и какие уроки можно извлекать из сложившейся ситуации с коронавирусом? Ну, к сожалению, у нас отсутствует риск-ориентированный подход. То есть мы не просчитываем риски или те риски, которые возможны, да, в том же кибербезопасности, что я уже на протяжении 3 лет твержу своим заказчикам, они воспринимаются как, воздух, да, продажа воздуха. На самом деле риски существуют всегда, и их нужно рассматривать. И к этим рискам нужно подготавливаться.
Сейчас те люди, которые подготовились к этим рискам, они спокойно уходят, отправляют своих сотрудников домой, ну, московские компании крупные, международные, и те работают удаленно из дома и не нарушая там процесса работы, не нарушая законов российских по защите персональных данных, и продолжают извлекать прибыль для работодателя, для предприятий, да, и как бы все нормально происходит. Поэтому нужно готовиться, нужно просчитывать все риски и, как говорится, надеяться на лучшее. Но я думаю, все в порядке будет в целом. Антон, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. О дистанционной организации работы мы говорили сегодня по скайпу с генеральным директором компании «Новатэк» Антоном Ломакиным. До встречи в эфире.